Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев, здравствуйте. Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией отмечается ежегодно во вторую субботу мая по инициативе Всемирной лиги гипертонии и Всемирной организации здравоохранения. Основная цель дня – повышение информированности населения об одном из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Сегодня мы поговорим о методах профилактики и о важности измерения артериального давления. Гость у нас в студии Ульяна Портнягина, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Республики. Ульяна Семеновна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала поговорим о том, почему так важно информировать людей об этом заболевании. Можно ли самому понять, что началась гипертония? Ежегодно, как вы сказали, 17 мая по инициативе Всемирной организации проводится Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией для того, чтобы информировать наше население о важности артериальной гипертонии, об одной из значимых медико-социальных проблем всего мира, так как сердечно-сосудистые заболевания вносят большой вклад в смертность населения. Мы знаем, что повышение артериального давления – это 140 на 90 миллиметров ртутного столба и выше. Это уже расценивается как гипертоническая болезнь или симптоматическая артериальная гипертензия, которая развивается на фоне других заболеваний. По данным также Всемирной организации здравоохранения, в мире более 1 миллиарда людей страдают артериальной гипертензией, но при этом 46% не знают о своем заболевании. По данным исследования в Российской Федерации, выявление артериальной гипертонии у нас у 30-45% населения. Почти половина. Да, почти половина. По нашим данным, в республике у нас уже установленный диагноз артериальная гипертония – это 182 тысячи пациентов. И вот за 2025 год, включая диспансеризацию, впервые выявлено уже 30 тысяч новых случаев артериальной гипертензии. Ульяна Семеновна, вот смотрите, беру тонометр в руки, чувствую, что с утра болит голова. Я вижу на тонометре 140 на 90, условно говоря. Можно ли бить тревогу, говорить о том, что у меня уже гипертония и обязательно идти к врачу? Или это такое систематическое состояние, когда несколько месяцев или несколько, не знаю, недель должен держаться такой показатель? Да, конечно, это абсолютно верно. То есть мы говорим о том, что при стойком повышении уже 140 на 90 необходимо обратиться к врачу, пройти обследование, и мы говорим о том, что артериальная гипертония протекает бессимптомно и выявляется только при обследовании пациента. А почему бессимптомно? Получается, организм адаптируется к такому давлению? Очень редко бывает в начальных стадиях, и вообще вот мы говорим, что гипертония, такие нетипичные жалобы, да, это головная боль, она может быть при любых состояниях, головокружение, сердцебиение, да, причин для этого очень много, шум в ушах. То есть необходимо постоянно измерять артериальное давление, знать свой показатель и уже говорить о том, что она уже четко, стойко у вас развилась. Ульяна Семеновна, смотрите, раньше было такое стойкое убеждение о том, что гипертония – это либо болезнь людей с лишним весом, либо пожилых, бабушек, дедушек. Насколько картина поменялась, омолодело ли заболевание? Распространенность артериальной гипертонии, конечно, увеличивается с возрастом, и мы знаем, что у населения старше 60 лет, это более 60-70% уже страдают артериальной гипертонией, однако необходимо отметить, что распространенность в молодом возрасте вызывает уже тревогу, потому что в возрасте 25-34 года распространенность артериальной гипертонии у мужчин составляет 33%, у женщин 11%. И они же в молодом возрасте тоже подвергаются осложнениям гипертонии. А мы знаем, что осложнения гипертонии – это инсульты, инфаркты, сосудистая, сердечная, почечная недостаточность. Поэтому, конечно, и в молодом возрасте в обязательном порядке необходимо проходить обследование и лечение. А что влияет? Ну вот жил человек себе, условно говоря, до 30 лет без гипертонии, ну периодически казалось мигрень, жаловалась, да? Жаловался человек. Приходит к врачу, там, к терапевту, к кардиологу, ему ставят диагноз.
Ну, мы говорим, это факторы риска развития гипертонии, да. Конечно, это наследственная предрасположенность, это образ жизни, малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела, нерациональное питание, алкоголь, курение очень важно, отрицательные эмоции. Также некоторые заболевания почек, сосудов, эндокринной системы приводят к развитию данного заболевания. Есть у этого заболевания и другая крайность – гипотония, пониженное давление, наоборот, когда у человека совсем другие цифры на тонометре, по себе знаю, что это такое. Насколько опасна гипотония и правда ли, что с возрастом можно стать, наоборот, гипертоником? Гипотония не является гипертонической болезнью. Да? Гипотония бывает физиологическая, возможно, как у вас, да, она есть, и патологическая. И протекает в виде низкого уровня артериального давления, 90/60 и чуть ниже. Ну и с возрастом, если вот есть факторы риска, о которых я перечислила, да, то, конечно, гипотоник станет гипертоником. И даже небольшие цифры повышения артериального давления для него уже протекают критически. Тогда давайте еще уделим внимание гипотоникам. Как они существуют, какие симптомы, опасно, не опасно, стоит ли как-то поменять образ жизни, чтобы мы говорим в о том, норму идти? да, мы говорим о том, что вот как и гипертония, и гипотония, у них практически симптомы одинаковые, да, что это головная боль, сердцебиение, неприятные какие-то ощущения могут быть в области сердца, какая-то слабость может быть. Да. Эти симптомы, мы говорим, они нетипичны, они могут быть и повышенном давлении, и сниженном давлении. И, конечно, здесь необходимо самоконтроль уровня артериального давления. Это имеет очень большое значение. Тогда вопрос, есть ли рабочее давление у человека, как его поддерживать в нормальном состоянии? В нормальном состоянии, значит, убрать все факторы риска, которые есть. Конечно же, это активная жизнь, да. Мы должны регулярно заниматься физическими упражнениями. Ну и рекомендовать просто хотелось бы пешую прогулку 30 минут в день ежедневно. Но тут же, получается, можно и переборщить, потому что, насколько я понимаю, с физической активностью давление человека так или иначе поднимается вместе с пульсом. Оно все равно потом стабилизируется. То это есть такая тренировка? Да, мы убираем вот эти факторы риска, которые у нас есть, лишний вес, нерациональное питание, да, малоподвижный образ жизни, курение, и тогда уже с помощью, возможно, лекарственных препаратов артериальное давление у нас стабилизируется. И мы так, получается же, отчасти тренируем сосуды, то есть которые на случай условного резкого повышения давления, это могут выдержать, правильно? Абсолютно верно. Если говорить о определенных ограничениях для того, чтобы избежать гипертонии, многие советуют отказаться от соли. Почему именно натрий исключаем из обильное употребление соленой пищи исключаем из рациона, чтобы поддерживать давление в норме? Но существует прямая связь между повышенным потреблением соли и повышением давления. Да? И поэтому это из-за того происходит, что происходит задержка жидкости в организме. И поэтому повышается уровень артериального давления. Едим больше соли, пьем больше жидкости, и повышается артериальное давление. Это все логично, по цепочке идет. И поэтому необходимо не только гипертоникам, но и всем ограничивать поваренную соль до 5 грамм в сутки. Просто лучше не досаливать. Иногда мы видим в общественных местах, да, не попробовав, да, или попробовав немножко, население начинает досаливать продукцию. Это ни в коем случае нельзя делать. Необходимо ограничивать также и консерванты. Да? Ульяна Семеновна, кофеин, не могу не поговорить. Причем кофеин не в том кофе, который, допустим, мы пьем в кофейнях, а растворимом кофе. В нем доза кофеина, она немножко меньше. Поэтому люди, которые привыкли, допустим, по утрам выпивать 1, 2, 3 чашки растворимого кофе, эти дозы увеличиваются со временем. Насколько вот кофеин влияет на артериальное давление? Конечно, оно влияет. И поэтому и рекомендуют наши диетологи, нутрициологи совсем с раннего утра не принимать кофе. Да? Это можно уже после 9 часов. Да, когда уже организм стабилизируется, артериальное давление стабилизируется, и уже начинать прием кофе. Да? И, конечно, необходимо во всем
знать меру. Но увеличивать, конечно же, для улучшения самочувствия или какого тонуса здесь нет необходимости. И лучше выпить одну чашку настоящего кофе, чем 5-6 чашек растворимого. Да. Ульяна Семеновна, не могу не спросить про подрастающее поколение, которое увлекается энергетиками, различными вот этими вот историями, которые продают. И то им уже не продают, не знаю, как они их приобретают. Насколько эта вещь влияет на сосуды? Это очень влияет на сосуды, и мы всем говорим, да, и родителям, и детям, что употребление взрослые тоже принимают. Иногда мы видим в магазинах, да, когда стоим в очереди, даже дети покупают эти энергетики, продукция очень, скажем, плохо влияет на сосудистую систему. А почему? Ну, да? там же, по сути своей, это кофеин, таурин и доза сахара просто из-за концентрации? Концентрации и, ну, как сказать, из концентрации, и это же сложный продукт получается, да, и имеет разнонаправленное действие, поэтому это, конечно, очень вредно для организма. Необходимо принимать натуральные соки. Или воду. Но там же тоже сахар. Нет, или просто воду. Просто воду. В заключение предлагаю поговорить о медикаментозном лечении. Как можно ли самостоятельно в аптеке приобретать препараты для понижения, повышения давления, или это делать только с назначения врача, и в целом можно ли вылечиться от артериального давления повышенного? В каждой семье должен быть обязательно тонометр для измерения артериального давления. Буквально в каждой. И на сегодня уже доказано, что эффективное лечение от артериальной гипертонии – это прием 2 или даже 3 лекарственных препаратов от артериального давления. Оно будет стабильно снижать уровень давления и улучшать переносимость, так как эти препараты будут из разных групп с разным механизмом действия. На сегодня у нас 5 основных групп препаратов от артериального давления, или мы называем антигипертензивные препараты, и их назначается только по назначению врача. И продаваться также в аптеках он должен по рецепту врача. И мы понимаем, что артериальное давление, да, или мы говорим, это синонимы артериальной гипертензии, гипертоническая болезнь, это хроническое заболевание, оно требует постоянного эффективного лечения, регулярного диспансерного наблюдения, посещения школ для пациентов артериального давления, которые есть при поликлиниках. Конечно, это приведет к стойкому снижению давления и стабилизации, улучшению самочувствия. Ну что ж, самое главное, чтобы люди, наши зрители, прислушались к вашим советам, в частности, отказа от вредных продуктов, ну и, конечно, те, кто действительно этим заболеванием подвержен или страдает, все медикаментозные лечения принимали только по назначению врача. Ульяна Семеновна, я благодарю вас за интересную беседу, спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо. Вы смотрели «Актуальное интервью», до встречи.